Так, на станции уже не раз бывали и школьники, будущие абитуриенты, и студенты. В прошлом году впервые посмотреть, где и как работают их родители, смогли и даже воспитанники подшефного детского сада. Экскурсии с дальним прицелом. Может, самые сильные детские впечатления окажут влияние на выбор профессии. В этот раз на станцию приехали студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов Якутского государственного университета, обучающиеся по специальности электропривод, и студенты Нерюнгринского колледжа, специальности электроснабжения. Потенциальные работники знакомились с предприятием. Потенциальный работодатель присматривался к возможным сотрудникам. Сегодня от Нерюнгринской ГРЭС по целевому направлению в профильных вузах Новосибирска, Томска, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Иваново, Читы обучаются 5 человек на очном отделении и 37 на заочном. 4 человека на сегодняшний день обучаются в ЕГУ, а один уже закончил его и пришел на станцию. Это Андрей Ютай. Выпускник СПТУ-12 Николай Фабриков начинал слесарем, а теперь работает начальником смены электроцеха. Кстати, оба молодых человека, что называется, потомственные энергетики. Их родители работали и работают на Нерюнгринской ГРЭС. В целом из 1200 работников станции 30% молодежь, каждый 5-й с высшим образованием, каждый 3-й со среднепрофессиональным. Для энергетиков, как ни для кого, справедлив лозунг «учиться, учиться и еще раз учиться». Работа требует постоянного пополнения знаний. Для этого на станции существует свой учебный комбинат, где рабочие повышают квалификацию. Хорошо зарекомендовавшие себя студенты могут получить приглашение на работу прямо на защите. Проявить себя можно и задолго до этого, когда молодые специалисты еще проходят производственную практику до 100 человек в год. Однако опыт показывает, что выпускники ЕГУ пока проигрывают своим сверстникам из других вузов, тоже, между прочим, нерюнгринским ребятам, более целеустремленным и пробивным. В ходе встречи студенты посетили музей станции, познакомились с проектом и историей ее строительства, повторили основы теплоэнергетики. Затем в конференц-зале о станции, о работе, о перспективах развития отрасли рассказали ведущие специалисты Нерюнгринской ГРЭС. По просьбе директора студентам показали не только парадную сторону предприятия, машинный зал, центральный пульт, но и места не столь живописные. От сильного грохота, обилия угольной пыли и пара там может стать не по себе. Впрочем, тех, кто твердо решил связать свою жизнь с энергетикой, вряд ли этим испугаешь. Работать на станции в нашем городе по-прежнему престижно и интересно. Это ведь не только достойный заработок и возможность карьерного роста, но и хорошие трудовые и спортивные традиции. Если сравнивать с другими техническими и политехническими вузами страны, обучать соответствующим специальностям в нашем городе начали относительно недавно. Но думается, что и преподавательский состав, и неплохая база, помноженная на заинтересованность ГРЭС в молодых специалистах, и опыт родителей самих студентов дадут в перспективе хороший результат. Как говорится, теория воссоединится с практикой.